Здравствуйте! С вами Национальный центр туризма и ремесел. Сегодня мы занимаемся приготовлением иван-чая. С давних времен люди используют целебные свойства растения с истинно русским названием иван-чай. Другое название растения – кипрей. Первыми стали использовать кипрей для получения целительных отваров и порошков жители старорусского города Копорье. Поэтому в петровские времена напиток из иван-чая называли копорским чаем. Холодным напитком из иван-чая утоляли жажду знойным летом и согревались в зимнюю стужу. В те далекие времена копорский чай успешно экспортировался в Европу. Однако XIX век среди прочих новшеств привез в Россию заморский чай из далекой Индии. И вскоре наш целебный исконно русский иван-чай был предан забвению. В настоящее время интерес к этому целительному напитку снова возродился. И это неудивительно, ведь иван-чай обладает многими полезными свойствами. Он придется по душе даже самым искушенным любителям чая. Иван-чай – это неприхотливое растение. Его заросли можно встретить по всей России. Иван-чай предпочитают вырубки и светлые лесные опушки, простор и сухую песчаную почву. Иван-чай – важный медонос, а мед из него отличается зеленоватым оттенком. Летом иван-чай цветет яркими лиловыми цветами и дает пушистые летучие семена. Этот пух в деревнях использовали для набивки подушек. Чтобы не нанести вред растению, аккуратно срывают со стебля несколько листиков и цветочков. Из сырья готовят настоящий чай. Есть технология получения черного и зеленого чая. Об этом вам расскажет специалист Национального центра туризма и ремесел Микрюкова Светлана Анатольевна. Иван-чай, который очень полезен для организма, он еще называется по-литературному кипрей, мы готовим ручным способом. Сначала мы в поле его собираем, листики отдельно, цветочки отдельно. Листья мы складываем в пакеты целлофановые большие, мы это все уминаем, и целые сутки у нас это томится. Можно на солнышко, можно просто в теплое место. Важно, чтобы целые сутки это все томилось. Затем мы его достаем и через мясорубку пропускаем. Это для приготовления черного чая. Затем его нужно обжарить и сушить. Либо на открытом пространстве, либо в духовке. В духовом шкафу при температуре 60 градусов. Получится черный чай. Он получается как бы гранулированный, такой темненький. А для приготовления зеленого чая его обжаривать не нужно. Мы просто листики также томим. Это называется процесс ферментации. После этого также через мясорубку, не обжаривая, либо мы его просто режем и сушим в духовом шкафу, либо на открытом пространстве. Получается замечательный чай.